Моя дорогая сестра, клянусь Аллахом, если ты послушаешься Аллаха, то Он обязательно поможет тебе. Особенно сегодня, когда разврат и обнаженность приобрели ужасающий масштаб и представляют большую опасность для тебя лично и для всего общества в целом. Я приведу тебе один пример. Когда ты видишь человека в белом халате, ты говоришь: это врач или медработник. Когда ты видишь человека в военной форме, ты понимаешь, что это какой-то офицер или солдат. Также ты по форме одежды можешь определить летчика, узнать продавца в магазине и так далее. Ты узнаешь человека по форме его одежды, и мы также узнаем тебя по твоей одежде. Кто-то может возразить, что вера находится в сердце, и этого достаточно. Это неправда. Часть веры в сердце, а остальное должно подтверждаться делами. Кто-то скажет: религия – это твое отношение к окружающим. Неправда. Часть религии – отношение к окружающим, а другая часть – это предписание религии. Третий может сказать: религия – это благой нрав. Неправда. Часть религии заключается в благонравии, а другая часть – в поклонении и добром отношении. Дорогие сестры, давайте одумаемся. Открытые нарушения законов Аллаха, которые мы все наблюдаем в обществе, это есть объявление войны Аллаху. Ты выступаешь против Аллаха. Да, иногда люди ошибаются. Я ошибаюсь. Ты ошибаешься. Однако постоянство в этом, упорство в совершении греха является большой проблемой. Нельзя следовать этому греховному пути. Также я знаю, что, одевая хиджаб, ты встречаешь некоторые трудности. Это может быть недовольство общества, или твоя неуверенность в себе, или наущение сатаны, или реакция близких. Однако, я клянусь Аллахом, что любовь Аллаха к тебе всецело зависит от этого решения, которое ты примешь ради Него. Ценность твоей веры и твоего поклонения зависит от твоего решения. В Коране сказано: «Алиф, лям, мим». Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Порой нам приходится расплачиваться чем-то ради соблюдения веры. Пускай смеются те, кто смеются, и пускай ненавистники показывают на тебя пальцем. Еще с древних времен нечестивцы и грешники насмехались и издевались над праведниками. Были даже те, кто насмехались над нашим господином Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и другими пророками до него. Даже если они издеваются и смеются, обратись ночью к Аллаху и скажи ему: «О Аллах, ради твоего довольства я согласна терпеть их упреки». И ты увидишь, как Всевышний поможет тебе и поддержит тебя. Клянусь Аллахом, сестра, каждую секунду, что ты носишь хиджаб, закрывая свое тело от посторонних глаз, ты получаешь награду от Аллаха. Всевышний предписал тебе это поклонение, чтобы защитить тебя, возвысить твою степень в этом мире и потустороннем. Пусть Аллах наставит нас всех на путь истины. Как мусульмане